Первое, что отметил министр Лев Гвицини, открывая пресс-конференцию, это лесные пожары с середины декабря по 10 января. В результате по всей территории Абхазии пострадало больше 3000 гектаров. За этот период времени пожарные выезжали на место возгораний 68 раз. Как правило, среди главных причин пожаров выделяют длительные периоды засухи и неосторожное обращение с огнем. Специалисты предполагают, что главной причиной является человеческий фактор. Поджигали. Но вот чтобы кто-то специально пришел, поджег, я не склонен к этому. Хотя в Краснодарском крае по неподтвержденным данным и проходит информация, что несколько человек были задержаны, которые делали это специально, поджигали и так далее. Время такое, что и это нельзя исключать. В последнее время, раньше такого я не наблюдал, когда идут пожары, когда в стране есть определенные проблемы, непонятные, я не говорю это только СМИ, но пишут версии, которые дают возможность к панике больше. То, что выбрасывается информация, она очень негативно играет на общество. Районным подразделениям МЧС даны конкретные указания относительно поддержания уровня подготовки в частях, а также усиления профилактической работы с населением по соблюдению правил противопожарной безопасности в период похолодания и зимнего отопительного сезона. У нас нет централизованного отопления, у нас устарелая электропроводка во многих домах. Если начнут давать нагрузку, включать самодельные печки, то пожары неизбежны. Желательно все отключать. Потом приехали пожарные, не приехали, успели. Это вторая сторона медали. Это потом самое главное и самое обидное, то, что из-за халатного отношения могут погибнуть люди. На пресс-конференции обсуждалась тема пандемии коронавируса. МЧС оказывает помощь и в этом направлении. К примеру, Очимчирской ЦРБ была передана машина скорой помощи. Не обошла стороной эта болезнь и самих спасателей. Сегодня у 12 сотрудников МЧС выявлен коронавирус. Мы также занимаемся перевозками иногда ковидно-больных в труднодоступных местах. Мы не ждем и не ссылаемся, это не наши обязанности, пускай это занимается Минздравом. Наши девочки в свое время работали и на красной зоне, и на границе. Министр по чрезвычайным ситуациям поблагодарил весь личный состав министерства, который был задействован в тушении пожаров, за профессионализм и проявленное личное мужество. Лев Гвицини особо отметил помощь и содействие, которые были оказаны пожарным со стороны гражданского населения, руководства страны и глав районных администраций. Сария Кварацхеля, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.